Суворов танковой промышленности, главный инженер страны, первый атомный министр. Народное звание нашего земляка Вячеслава Малышева. Талант и трудолюбие сделали его важнейшим человеком Советского Союза. Сегодня ровно 120 лет со дня рождения инженера. По традиции, в этот день в 25-й школе Сыктывкара состоялся торжественный митинг. Анна Зубарева расскажет больше. В день рождения Малышева кадеты хором поют гимн своей страны в память и признательность герою социалистического труда. Вячеслав Александрович родился 16 декабря 1902 года в Усть-Сысольске. С самого детства его манила большая техника. Малышев закончил железнодорожное училище, затем Высшее техническое училище Баумана. За 5 лет прошел путь от рядового инженера до народного комиссара, или, как в наше время, министра тяжелой промышленности. В годы Великой Отечественной отвечал за создание новых видов оружия, налаживание массового выпуска танков. 120 лет назад родился тоже обыкновенный мальчишка в городе Усть-Сысольске, в нашем родном городе Сыктывкаре. Он, конечно, ни он, ни его родители не подозревали, что это будет великий человек, которым будет гордиться вся страна и те, кто солидарен с победой над фашизмом. В военные годы Малышева прозвали Суворовым танковой промышленности, а сам Сталин считал его главным инженером страны. Талант и огромное трудолюбие сделали свое дело. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Ручев сегодня наставляет школьников чтить память о нашем земляке. И ваша задача, конечно, вспомнить о его биографии, учиться, понимаете, хорошо, закончить школу, идти учиться дальше, чтобы получить специальность, и дальше работать уже по специальности, строить Россию. И всем хорошего здоровья, успехов в учебе. Спасибо. Вячеслав Малышев знал оборудование каждого завода в стране, их мощности и лучших рабочих. В 1944 году ему было присвоено звание Героя социалистического труда за организацию серийного выпуска танков Т-34. Именно при Малышеве и во многом благодаря ему в Советском Союзе резко выросло количество выпускаемых танков с 250 в месяц до 200 танков в сутки. Учащиеся 25-й Сыктывкарской школы знают, чье имя носит их учебное заведение. Он родился в Усть-Сысольске, поэтому в честь него названа наша потрясающая школа. Нам рассказывают все больше и больше о нем. Даже если мы что-то знаем, мы все равно внимательно слушаем. Важно, потому что память должна быть бессмертна. И мы должны помнить о тех героях, благодаря которым у нас сейчас мирное небо над головой. Малышев – это Суворов танковой промышленности. Также он принимал участие в разработке ядерной бомбы. Уроженец Усть-Сысольска участвовал во всех испытаниях атомного оружия и первой водородной бомбы. Возглавлял работы по созданию атомного подводного флота и ракетно-космической техники. Первый атомный министр – еще одно народное звание Малышева. После испытания атомной бомбы он поехал в эпицентр взрыва, потому что хотел увидеть все сам. И за свое бесстрашие дорого заплатил. Из-за полученной дозы радиации он умер в 54 года. Анна Зубарева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.